Наталя Бутырская, експертка у справах Усходньої Азії, уже з нами на відеосуязі. Сподарня Наталія, вітаю вас. Вітаю. На ваш погляд, як ви думаеце, навошта Беларусь у асобе Александра Лукашэнкі так хоча ўступіць у гэтую шанханскую арганізацыю бяспекі? Ну, есть несколько причин. Первое – это с точки зрения международного признания и дипломатического успеха, который должен и хотел бы продемонстрировать Александр Лукашенко. Потому что отношения с Западом, они закрыты, ну, по крайней мере, для президента Лукашенко. И не только из-за того, что он всячески подавил всю оппозицию внутри своей страны, но и потому, что он стал серьезной опорой для России в ведении войны против Украины. И поэтому поворот на восток – это очень естественный процесс, как для Беларуси, так и для России, потому что мы же видим и сближение России активное с Китаем в том числе, и сближение Беларуси со своей стороны. Что же касается самого Лукашенко, в эту организацию входят все страны, которые признают его президентство, с которыми он имеет хорошие отношения. Более того, то, что касается, например, Центральной Азии, то там много лидеров очень длительное время находятся при власти или, по крайней мере, преемственность власти проходит. Поэтому для Лукашенко очень комфортно находиться в этой компании. И Беларусь имеет хорошие отношения с этим регионом еще и потому, что вместе входят в ЕАЭС, в ОДКБ и так далее. Что же касается, например, Ирана, Лукашенко совершил визит в Иран, страна, которая находится длительное время под санкциями. У нее хороший опыт, как с этим бороться. И для России, для Беларуси эта страна становится хорошим партнером, а теперь они будут еще и принадлежать к одной организации. Кроме того, есть еще и такой свое личное желание Лукашенко и отправлять свои товары не только в Иран, а воспользоваться путем так называемый север-юг, чтобы отправлять свои товары в другие страны Персидского региона и Азиатского региона именно через Иран, через его логистику. Ну и самое главное — Китай, потому что не секрет, что организация этой заправляет все-таки Китай. И для Лукашенко очень важно иметь баланс для своей власти и сберечь элементы своего так называемого суверенитета от России. Если раньше он пытался удержать этот баланс с помощью западных стран, маневрируя, то сейчас это невозможно. Поэтому Китай как раз та страна, которая может помочь Беларуси сохранить, и лично Лукашенко, сохранить те элементы независимости, которые еще не подавил Путин и не подавила Россия. Со своей стороны для Китая важно и сберечь стабильность, так называемую, в Беларуси, потому что для авторитарного Китая авторитарные лидеры – это о стабильности. Как Россия путинская, так и Беларусь лукашенковская. Потому что для Китая все еще важна логистика в Европу через Беларусь. И надо сказать, что буквально недавно, 2 дня назад, российские железные дороги сказали, что они нарастили почти тот объем перевозок Китай-Европа, которые были до военное время. И это связано с войной, с нападениями хуситов на торговые судна. Соответственно, Беларусь опять возвращает свою логистическую роль для Китая. У нее есть такой мелкий, но все-таки свой козырь. Ну и вторая очень важная цель, конечно, экономическое сотрудничество. Беларуси важно размещать свои товары на других рынках, диверсифицировать. И Китай — это один из тех рынков, который принимает и древесину, и калий. И в последнее время, например, между странами видно увеличение торгового оборота. Но он, к сожалению, для Беларуси с минусовым сальдо, потому что в то время, как западные компании вышли из Беларуси, то Китай очень серьезно заменил все эти потребности, которые им нужны, соответственно, нарастил и поток своих товаров именно в Беларусь. То есть получается, что им международное признание экономическое тоже очень важно для Лукашенко, и в этом случае ШОС как раз кажется такой организацией, которая может
дать то, что ему хочется. Что же касается безопасности, потому что мы не должны забывать, что эта организация прежде всего о безопасности. Первая причина создания в 2001 году – это экстремизм, сепаратизм, терроризм, которые должны были удерживать общими усилиями страны Центральной Азии с помощью России и Китая. Сейчас эта основа безопасности, она набирает более серьезного значения, учитывая то, что Россия находится в войне с Украиной, а для себя она представляет эту войну с Западом. У Китая не очень хорошие отношения с Западом и напряженные отношения с Соединенными Штатами Америки, и составляющая безопасности начинает играть роль своеобразного блока. В России очень бы хотелось превратить его в антизападный блок, но тем не менее он может так рассматриваться, но элементов блока в этой организации нет. Это больше о общих каких-то тренировочных мероприятиях, это об общих заседаниях, но пока речь не идет о блоке. То есть Беларусь не сможет получить какое-то оружие, допустим, особенно безвозмездно, какие-то деньги дополнительные от этой организации или дополнительные какую-то помощь по безопасности. Это не предусматривается. Вот только общие разговоры, только общие какие-то мероприятия. Но при этом, если брать отношения двусторонние с Китаем и участие Беларуси в этой организации, то Китай, как страна, которая заинтересована в расширении своего влияния на разные страны мира, конечно, он в личном двустороннем порядке может предоставить Беларуси какие-то элементы, например, технического слежения или помощь для, допустим, полицейских или еще для военных. Это возможно, потому что такое практикуется, например, со странами Центральной Азии, где Китай активно берет на себя составляющую безопасности. Как раньше такого не было. Россия отвечала больше за безопасность этого региона, но сейчас Китай смотрит больше с точки зрения глобального игрока, и в этом отношении, конечно, он может расширять и эту составляющую безопасности, в том числе с Беларусью.